Это актуальное интервью в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. Как реализуется система обращения с твердыми коммунальными отходами на территории республики? Какие на сегодня отмечаются проблемы и как они решаются? Спросим об этом у Оксаны Васильевой, заместителя директора Центра развития ЖКХ и энергоэффективности. Оксана Дмитриевна, здравствуйте. Добрый день. Ну вот наступила зима, все уже покрыто снегом, но это ведь не значит, что проблема исчезла. Скажите, какие наиболее острые задачи встают, связанные с мусором и отходами? Ну, на сегодняшний день действительно конец года для нас не означает конец работы. Мы, наоборот, настраиваемся на зимний период. Это период повышенной готовности, когда приводится, дополнительное внимание уделяется и специализированной технике для своевременного вывоза твердых коммунальных отходов. Ну и вообще 2022 год, он в целом направлен на подготовительные мероприятия по строительству новых объектов. У нас для того, чтобы к 2025 году внедрить новые объекты, это и полигоны для размещения отходов, и сортировочные станции, да, работа должна производиться заранее. То есть мы выделяем выделение земельных участков, сейчас этап идет. Следующий это этап изысканий, следующий этап это проектирование объектов. После того, как проектирование проходит экологическую и государственную экспертизу, объекты застраиваются. Оно имеет определенный цикл. Подготовительные все эти работы проходят, включая строительство, это 3 года. То есть если мы сейчас находимся в 2022 году, если мы хотим, чтобы к 2025 году объекты уже стояли, это нужно мы сейчас и начали, и продолжаем эту работу. Скажите, а вот на ближайшую перспективу какие объекты обращения с твердыми коммунальными отходами могут появиться? В ближайшее время наиболее высокий статус у нас наблюдается на территории города Якутска. Почему мы сделали его самый опорный? Да, потому что для нас это стратегические объекты. Как только реализуются объекты в городе Якутске, отстроятся, они закроют вопрос по половине отходов, образуемых на территории республики. У нас в республике образуется расчет на 300 тысяч тонн отходов, из них 150 тысяч тонн после строительства объектов будут проходить 100% сортировку, и хвосты, которые не подлежат дальнейшей утилизации, будут размещаться на полигоне. Какие объекты это? Да? Это 2 наших объекта, мы неоднократно тоже про них освещаем о ходе строительства. Это мусороперегрузочная станция с элементами сортировки и полигон в городе Якутске. Совершенно новые это объекты. Они будут застраиваться с учетом требований законодательства и позволят решить нашу многолетнюю проблему по действующему полигону. Ну вот если говорить о полигоне, многих жителей нашей республики волнует вопрос, почему же все-таки полигон, а не мусороперерабатывающий завод? Этот вопрос, я с ним абсолютно согласна. И учитывая, что и федеральная повестка направлена на то, чтобы максимально извлекать вторичное сырье и использовать его на переработку, мы реализуем в городе Якутске такую скажем, двухступенчатую работу, когда отходы с контейнерной площадки будут доставляться до мусороперегрузочной станции с элементами сортировки. Значит, все, что зайдет туда, будет проходить предварительную сортировку. Сортируются на полезные фракции, и хвосты, которые дальше должны утилизироваться. На полигон поедут только хвосты. Полезные фракции будут уже использоваться для дальнейшей утилизации. Например, пластик, стекло, бумага, картон, это все. Из этого обязательно можно будет уже делать новую продукцию. Вот давайте тогда поговорим с вами о сборе раздельного мусора. Как организовать, чтобы как раз-таки раздельный сбор отходов реально функционировал в Якутии и чтобы это было более масштабно, а не как сейчас несколько урн по городу стоят по приему картона, стекла и пластика. На самом деле несколько урн, да, это на самом деле тоже большой прорыв для региона, потому что в Якутске в отсутствие вообще объектов промышленного уровня, да, начато внедрение раздельного сбора с этих 57 контейнеров. Начинали вообще с 1, сейчас их 57. До конца года город во взаимодействии с Якутской экологической компанией должны увеличить количество до 100. Да? Соответственно, у граждан появляется возможность уже на уровне домохозяйства разделять и увеличивать выход полезных фракций.
Когда это все поступает в контейнеры для смешанных отходов, оно когда смешивается, оно уже меньше процент выхода полезного сырья. Конечно. Да, поэтому мы долго тоже обсуждали с общественностью и экоактивистами, каким образом лучше реализовать на территории. Давайте начнем с Якутска, да, потому что реально сказать, если мы будем сейчас про всю республику думать, там в отсутствии инфраструктуры и близ строящихся объектов очень сложно будет, потому что реализовать, потому что население, естественно, спрашивает, куда вы все это повезете, так? Очень многие граждане думают, что да, поставили 2 контейнера разных для смешанных и для полезных фракций, но завозится это все на один мусоровоз и все равно везется на свалку. Чтобы не создавать таких вот стереотипов, мифов, да, конечно, мы опорно реализовываем раздельный сбор в первую очередь в городе Якутске, ну и потому что сконцентрировано большее количество проживающих. Поэтому эти раздельные контейнеры раздельного сбора будут дальше увеличиваться. Население должно иметь возможность на уровне домохозяйства у себя во дворе разделять это все дело. Да? Вот разделили, все разместили, и далеко не надо никуда ехать и беспокоиться об этом. Вот, это будет также развиваться. Это позволит нам повысить, вот как я говорила, процент выхода полезных фракций. Но мусоросортировочный комплекс, станция, которая у нас будет реализовываться, она как раз-таки будет из контейнеров для смешанных отходов также проводить эту сортировку, и тоже выход сырья будет. Потому что реально у нас не все, конечно, разделяют сейчас, да, и даже в контейнерах для смешанного достаточное количество вот полезного сырья. Ну, получается, медленно, но верно двигаетесь к очень хорошему делу. Будем надеяться, что и у граждан тоже проснется сознание, чтобы беречь нашу экологию. Давайте поговорим с вами о районах нашей республики. Как в Арктике Якутии планируется решать вопрос обращения с твердыми коммунальными отходами? У нас вот по Арктике мы вообще в целом, когда прогнозировали, каким образом, где какие объекты будут стоять, потому что у нас сейчас в соответствии с требованием законодательства мы должны утвердить территориальную схему. В прошлом году территориальная схема размещения объектов утверждена. Она прошла достаточно большой путь согласования. Мы обсуждали это и с органами местного самоуправления в первую очередь, потому что объекты будут на территории соответствующих муниципальных районах размещаться. Да? И определили такой вариант, что в арктической зоне мы уходим от полигонного захоронения. Полигонов вообще не будем строить, да? Но для них применимы создание объектов термического обезвреживания. По-простому говоря, ну как бы сжигательные. Да? Данный вариант выбран не потому, что вот решить быстрее этот вопрос, да, а потому, что доставка материалов, строительство капиталоемкого полигона будет реально слишком огромной нагрузкой и ляжет, ну, как бы, или на тарифы населения, или из госбюджета республики. Поэтому, тем более, что у нас в арктической зоне образуется малое количество отходов, проблема в том, что точки населенных пунктов, они находятся в труднодоступных территориях. Да? И еще вот в рамках вопроса по обезвреживанию в прошлом году и в этом году мы сейчас проводим планомерную работу, чтобы из государственного бюджета республики выделяются средства на приобретение таких установок. Сейчас мы уже приобрели в Алайховском районе, оно в тестовом режиме запущено и работает. Они сейчас оформляют разрешительную документацию. Также приобретаются установки для Анабарского района, Момского, Оленёкского, Среднеколымского. И вот в Устьянском районе тоже инвесторы поставили в поселке Депутатском, доставили в этом году установку. И поэтому мы очень надеемся, что в 6 районах арктической территории из 13 вопрос уже как бы решен. Поэтому мы сейчас продолжаем эту работу, посмотрим по этим 6, как это влияет на тариф, как это работает, достаточно ли удобные для нас это оборудование, да, которое, конечно, мы стремимся к тому, чтобы любое оборудование не приводило к высоким эксплуатационным расходам. Это и электричество, и топливо, вот, чтобы минимизировать это, мы сейчас, как говорится, проверим, как год они отработают, да, и уже потом дальнейшие действия тоже будем синхронизироваться с такими результатами. Оксана Дмитриевна, вот такой вопрос также поступил к нам в редакцию, потому что многих жителей волнуют вопросы в части содержания и обустройства контейнерных площадок, особенно когда это касается жителей частного сектора. В данном случае на кого ложится ответственность? Места накопления
Я не буду углубляться в федеральное законодательство. Да, места накопления, это вот контейнерные площадки, это в полномочиях органов местного самоуправления. Но они не остаются один на один вот с этой проблематикой, потому что это естественное финансирование, это из государственного бюджета тоже выделяются средства на приобретение как контейнеров, так и на создание контейнерных площадок. А вообще, конечно, это в полномочиях местных властей. Да? Но я знаю, что они сталкиваются с реальными проблемами, когда иного варианта, как разместить контейнерную площадку чуть дальше того, что было, чуть дальше, чем предусмотрено санитарными правилами, да, вынуждены так делать из-за плотной застройки. То есть при всей возможности поставить ближе к частному сектору, это не всегда получается по объективным причинам, потому что настолько плотно застроено, что даже мусоровоз не сможет заехать, развернуться, ну и забрать этот мусор. Мы вот буквально недавно летом выезжали тоже в Марху, там к нам поступало обращение гражданки, что контейнерная площадка очень далеко, и я отказываюсь оплачивать за услуги и вообще использовать эту контейнерную площадку. К сожалению, законодательство не предусматривает, что вот если контейнерная площадка находится чуть дальше, да, что я могу отказаться от оплаты за твердые коммунальные отходы. Мусор вывозится, санитарно-эпидемиологическое благополучие все равно нужно будет выполнять, да, поэтому она чуть дальше, но она тоже максимально удобно расположена, чтобы при выезде из частного сектора человек не заворачивал куда-то чуть дальше, а максимально удобном месте располагают местные власти контейнерные площадки. Я извиняюсь, тут самое главное, чтобы количество контейнеров было достаточным, чтобы не было накоплений излишних или чтобы это на территории контейнерной площадки выпадало. Тогда сразу же еще один вопрос идет. Возникают и моменты по вывозу крупногабаритного и строительного мусора. Кто это делает и как часто его должны вывозить? Крупногабаритные отходы – это отходы, скажем так, наши диваны, кресла, там бытовая техника. Да. То, как гласит сейчас закон, каждая контейнерная площадка, по сути дела, должна быть разделена на 3 подраздела, скажем так, да. Это контейнеры для смешанных отходов, то, что у нас сейчас есть, контейнер для раздельного накопления, то, что мы видим в ряде дворов, да, и контейнерная площадка для крупногабарита. Пытаться крупногабарит уложить рядом с контейнерами для смешанного – это неправильно, да. Поэтому собственники жилых помещений, реализовывая свои права собственников, должны, конечно, также направлять усилия на то, чтобы контейнерная площадка для крупногабарита была. Она, возможно, не на каждом дворе должна быть, да, возможно, она будет объединять несколько дворов, но такая площадка должна быть. Это тоже органы местного самоуправления в связке с управляющими компаниями, с обслуживающими компаниями, с товариществами собственников жилья, да, потому что контейнерная площадка находится на общей домовой территории, и за нее отвечают все собственники. Поэтому создавать условия нужно не только ожидая их, но и, естественно, ставя такой вопрос, вкладываясь в этот вопрос. И тогда, когда накапливается эта крупногабаритная площадка для крупногабарита, подается заявка через управляющую компанию регионального оператора, и он должен ее вывозить. По действующим правилам не менее 1 раза в неделю. То есть, естественно, если там накопилось, заявка может быть направлена и раньше. Ну что ж, я думаю, нашим зрителям стало более-менее понятно по работе с обращением с твердыми коммунальными отходами. Оксана Дмитриевна, я благодарю вас за то, что стали гостьей нашей студии, и спасибо за актуальную и достоверную информацию. Вам большое спасибо. Ну а я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Сегодня мы говорили о реализации системы обращения с твердыми коммунальными отходами. Берегите себя. До встречи.